тестирование всех игроков. В случае нарушения в организме баскетболиста марихуаны могут дать штрафы рисков Андяя Айда и Марка Скани. Но среди игроков пока не согласился территориального руководства и тоже говорили, что они встретятся снова через 2 недели, и тогда Союз представит свою программу решения этой проблемы. Многие считают, что с наркотиками и алкоголем проблема чистота профессионального спорта и причинение красных линий. Впрочем, точку в этой истории пока ставить не будем. Но пока не известна позиция самого Федорова, без согласия которого спортсмены идут борьбу не только на футбольных полях. Как говорится, чтобы утопить друг друга, все средства хороши. Первого детского мира расставили, хотя он и был близок к получению этого звания. Однако сам не Ну я-то немецкий изучала, но она тоже, так она это. Ну прямо ничего дома, что ли, даже с ними не учусь. Ты сам тренировался, правда? Рядом все, он полный наш терминал строится, 12 Наша радость и беда, куда ты пойдешь, куда? Нам с папьем летом пришли. Мама, теперь давайте у нас. А ну, закажите, ты не прям за... Сегодня, наверное, будет звонить. Получила вчера? А где лента? Какая лента-то? Вот она, юбиляр. Ну что, все, где люди-то наши? А вот, там они, надо их привозить. Ближе, ближе, вот. Нет. Наш коллега, друг, брат. Соратник. И просто хороший человек, заказчиков Аполлинарий Павлович. Ему сегодня 50. Похлопаем. Анатолий Павлович я знаю давно, 70-го года. Он пришел молодой специалист, когда был где-то 22 лет, наверное, да? До сих пор мы почти вместе работаем, трудимся, почти год. Мы готовили первичный адрес, уважаемый Анатолий Павлович. И вот наш сувенир Сартановский чутье, и вот это из коллектива киноаппарата. Сказано всего вам хорошего здоровья. Живите столько, сколько вам судьбой предписано. Будьте счастливы, здоровы. Все остальное будет. Спасибо большое. Уважаемые товарищи, вот посмотрите на Аполлинария Павловича и посмотрите на Гаврилева. Мы принадлежим таким страшным, рогатым, красным коммунистам, которыми пугаем. Напугали, наверное, да, всех вас и детей маленьких. Действительно, у него партийный стаж 20 лет, больше, чем у меня. Я еще молодой партийный работник. И надо сказать, что знаю его тоже, вот 76-го года, когда активно начал сам в городской комсомольской организации. И помню даже свадьбу, когда Галя Лисунец выходила, значит, делали эту свадьбу в столовой аэропорта. Чумакова. А, Чумакова. Да, да. И мы, значит, ее на своей машине украли в один из перерывов. Потеряла, значит, ее там вся родня, большая рать.
И думается, что городской комсомол тогда боевой был, что мы могли это делать сколько угодно, но сумели сделать. А Полинарий Павлович тогда запомнился нам в городской комсомоле таким же боевым, как все его товарищи. И вот все эти годы, когда, значит, честно делал все свое дело там, где он трудился, независимо от общественных поручений, независимо от тех горскома, который подписал тоже не менее одиозная фигура красный Артур Алексеев, член ЦК КПРФ и первый секретарь Искома, и подпись печать Якутского горкома. Здесь на мальчишеские расходы. И инженерная служба иногда бывает такая, что без золотого росчерка пера не будет и тепла. Поэтому что тепло в городе и новых денежных знаков побольше. Мы тоже не первый год знакомы. И один раз ели кашу вместе. Вот. Мы долго-долго думали у себя на молокозаводе, чем можно удивить ваш прекрасный коллектив, который, значит, очень много делает прекрасных вещей. Долго-долго искали. И вот от нашего коллектива дарим тебе такую картину. Вот на старость лет, где-то так через 70, да? Ты вот жил в таком вот уютном месте. Владимирович, это написано молоком. Да. Просим вас. Конечно, очень много было сказано уже в адрес Полинария Павловича. Повторяться не хочется. Мы ведь с ним работали с 1976 года. Я считаю, что только благодаря ему я стала таким человеком. Он, можно сказать, вывел меня в люди, всегда направлял на правильный путь. Ну, в общем, дал какой-то путь в жизни тоже. Но и от имени коллектива мясокомбината я зачитаю приветственный адрес Полинария Павловича. Уважаемый Полинарий Павлович, коллектив Якутского мясокомбината горячо и сердечно поздравляет вас со славным юбилеем, десятилетия, и выражает искреннюю благодарность и признательность за ваш долголетний безупречный труд на нашем предприятии. Мы знаем и ценим вас как грамотного и добросовестного специалиста. Коллектив мясокомбината желает вам, Полинарий Павлович, крепкого здоровья, успеха в работе, радости, благополучия, мирного неба, счастья вам и вашим родным и близким. С уважением от имени коллектива, директор, председатель правкома. Стихи. Уважаемый Полинарий Павлович, стихи вам посвящаем, значит. Пусть будет в жизни все, что нужно, чем жизнь бывает хороша. Любовь, здоровье, счастье, дружба и вечно юная душа. Желаем мира, солнца, смеха, улыбок, радости и успеха. И еще дожить до сотни лет, не зная горестей и бед. И, значит... Если так не терпит, ходите. С той стороны пройди. Ну, с той стороны, я тебе говорила, Идут, которые. Да. Прошу поднять первый тост за юбиляра. Стоя. Стоя. Оригинально так оригинально. Поактивнее, ладно? По домашнему, как принято в Сардане. То я сыграл, давай. Сахсы.
Чайника гапаска аспутия бересня. О! Полинарий Павлович, мы сердечно поздравляем с большим юбилеем. 50 лет это, конечно, не такое уж, как говорится, для мужчины, это не возраст. Все нормально. В этом плане, конечно, специалист это был очень высокого класса. В этом плане, а толку нет. Вот поэтому сразу, но в этом плане человек, конечно, знает свое дело во всю пять. Ну что еще, что я могу сказать? И главное, вот то, что я хотел сказать. Это действительно красный директор. Везде, в его участке аккуратно, как раньше было. Ну, помните, в недавнем прошлом. Спасибо за это. Чтоб вас, поддержал это. Мне поручили сказать следующее. Света Николаевна, вы женщина ревнивая? Нет, да? Значит, тогда слушайте. Тост будет для вас. Дорогая моя, вот когда ему исполнится 90 лет, вы зайдете в его спальню и застанете его, я его знаю, молодой красивой девушкой. И он будет с ней заниматься любовью, а не отчаивайтесь. Вам еще предстоит воспитать этого ребенка, чтобы он поступил в институт, этот ребенок. Ну а после этого уже думать, что поехать на то место, которое я на пенсию ему этот домик дарит. Поэтому, Владимир Николаевич, вот вы и вы, вот и Спасибо. Маленький торт. Все налейте. Савич. Все там наполнили бокалы. Будь добра. Давайте. Всем богатым, всем рады. Надо сидеть, надо, сардамовской печати. Все. В общем, всем желаю, конечно, как медик, всем здоровья. Если будет здоровье, все будет. Главное здоровье, конечно. И чтобы это счастье в детях, чтобы у всех были дети. Я, в общем, специалист по бесплодию, поэтому я хотела бы, чтобы у всех были дети. И это... Делаем. И за здоровье детей, за ваше здоровье. Давайте. Я уже заметила. Дай только шампанское наливать тебе в рюмочку. Шампанское смотрим? А где деньги? Эй! Вы, наверное, точно халтурите. Когда говорит, больше не давайте. Я еще не наелся. У всех. Мы Анатолия Павловича поздравляем 50-летием. Чтобы он дальше также таким же духом работал к нам. Ну, за это дело поднимаем рынок. Вот там он плов в положении. Мясо не надо. Еще? Спасибо. Дорогие женщины, давайте, пожалуйста. С нами, что с вами за ваше здоровье. За ваше здоровье. Всего вам хорошего, давайте. А что, больше не дают, что ли? Вы с нами садитесь, мы нальем больше. Больше нальем. Все не поймут, есть. Чай или что ли, это ничего не понятно. Вроде не наливали. Все нормально. Активно. Ну так сели, так получилось. Нормально. Нормально. Будет второй стол, пересядем. Ну, скоро и Интера возьму. Ну что сказать, Павлович пришел к нам чуть больше половины года, по-моему. Человек приехал, работает у нас, сразу уважение, сразу любовь к нему. Вот в Сардановске сидят. Это лучшее доказательство, что он человек
самый трудолюбивый, самый хороший. Так, Павлович, я с вами тоже первый раз видел нынче, но и то мы часто, редко встречаемся. Но я вижу, что вы человек деловой. Как в холодные дни он часто к нам приходил, даже в моей комнате заходил. День 2 раза проверял эту батарею. Как у вас, как и так. Но человек добросовестный, работящий. Поэтому мы сразу через полгода все уважаем, все любим его. Давайте вам, дай Бог здоровья, долгих лет жизни, еще работайте у нас. Все Если не выгонят, буду работать. Обещаю. Спасибо. Ну давайте. Квартирному блоку. Сколько мы? В общем, мы с горкома, райкома Октябрьского знакомы. Как куратор Анатолий Павлович у нас был. Поздравляю вас с юбилеем. Это юбилей только начала года, считаем, мужчины. Это зрелый возраст. А еще желаю, чтобы дольше жить и держать также, ну сейчас коммунистов-то считается уже на стороне, но он сам по себе как коммунист рядовой, как сказать, передовой человек. Работа вполне хватает на его силы. В общем, для блага нашего Сарданы. Спасибо. Я уже пою. Пожалуйста, что ты ее сюда и на меня. Аполлинарий Павлович, я от всей души вас поздравляю, да? Ну вот не могу выйти туда. Не надо, ну вы как джентльмен, подойдите, я вас прошу. Опять, наверное, целоваться будет. Поцелуй вот сюда. И чтобы у вас было всегда все в достатке, была легкость сердца, тяжесть была в кошельке. И хочу вам, ну, песенку я спою, да? И послушайте песню. Мы все споем, не только я одна. Хорошо. Пусть бегут мой, и неясно прохожим этот день непогожий, почему я веселый такой. Я играю, к сожалению, день рождения только раз в году. К сожалению, только раз. Встречал это нашу Ради продукцию Бога, очень концерта. хорошо, давайте. Анатолий пришел. Вот окончание института, да, молодой, 22 лет было, да? 21. 21 лет, да, мы вспоминаем. Так ему 48, чего вы гуляете? Вот с годами идти, где 50 лет. Когда-то куда-то, думаешь, 22 лет, да, прошел. Они все молодые были, вот сейчас где... Сейчас ничего. Ну, 20 серединочка, ничего не, да? Проверено. Ну, что сказать? Ну, конечно, года летит. Я месяц работал 70-го года, 14 лет, месяц работали на хлебном. Мы приняли рядовым механиком, потом старшим механиком, потом главным механиком и потом главным.
Постепенно, все постепенно, ступени. что делаешь? Ну потом, знаете, времена идут, и потом вдруг какой-то крышки или какой-то гена не нашли, его здесь так. Хотел меня переследовать на работу. Нет фабрики Сардана, грамотного инженера-механика никогда не работал. Даже все самоучку работали и так далее, Советское море, по Советскому работали. Ну я радостный, сказал, давай, припри. Ну я знаю, работящий, все работящий. Вот в течение года, и все вот здесь сидят наши технические работники, представитель рабочего класса, как он подбирает секретарь, подвыщий секретарь партии города Мамора, так пригласил, так, рабочий класс. Дмитрий, да, у нас. И свои отдела, вот, который выступал постом Петр Федоров, 30 лет еще больше, 30 с вашим работает. Вот это наш кошкомбинатор работал больше 20 лет или 30 лет. Тоже Виктор Петрович какой-то точно средний нашел, так. Ага. Он Валерий Николаевич когда-то место работали, Валерий где-то работал, давай Федоров хочет сюда, ну, жена меня работала. Без подробностей, пожалуйста. Вот мы пришли. Сейчас его отдел очень подберен, очень хороший людей. Хорошо. Главное специалист. Да. Сейчас у нас надежда есть. Сейчас мы не боимся, не замерзнем и так далее. Все они примут, все усилия и так далее, и так далее. Зима прошла, можно все. Ну, я вот Христос будет. Ну, я тоже, времена меняются, так, редко. Мы жили в советской власти, сейчас живем по точности, не знаем, какой квадрат, ну, рыночный, так. Ну, я все время говорю, вот как тебе, что, ну, ошибаюсь, может, не ошибаюсь, так. Ну, свою опыту я. Я 37 год пошел директором работать, 37 так, год директором. Свободу директором своего ума стал работать 90-го года. Раньше все командовал министр, партком партии, горисполком и потом министр. Если мы соседи жили мясокомбинатом и рыбзаводом, Ильи Николаевич, имеем право меняться красками. Его есть белый краска, у меня есть охра и так далее. Запрещены. Магазины купить нельзя. Если трактор ехать маю, 25 километров, 35 километров, разрешение министра надо. Директор никогда не едет в Москву, запрещены. В Москву должен ехать этот министр и так далее, и так далее. Да. Вот эту ситуацию, если сравнить, да. 90-го года хорошим руководителям всех предприятий дали орать. Свобода. Сам себя хозяин. Если короче говоря, я когда-то в 63 году работал директором, в 64 году директором, мне народный контроль дал выговор. Я когда приемщик мясного прома дал, подарил. Ну, контроля не было. Да, народный контроль мне выговор дал, я подарил ему. Он был 65 лет, старик был. Я тогда молодой был, молодой, совсем 30 год. Он просил меня, он болел очень здорово. Вся жизнь, это лошадь любит. Давай, Иван, ты мне лошадь дай. Прям старик, 52 лет, ну, я 33. Не уходите, не уходите. Танцуют все. А где? Ага, поэтому нормально все.
Горит, нет, горит. Когда его отец Соловьев командует. Какая разница, что больше нравится.